Добрый день, коллеги! В преддверии замечательного праздника Международного женского дня позвольте поздравить прекрасную половину человечества в этот весенний радостный день и погрузить нас всех с вами в не менее прекрасную тему итоговый проект школьника, точнее технология его сопровождения. В данном случае хочется отметить, что, как говорил Лев Давидович Ландау, как вы все знаете, это известный физик, некие такие, очень хотелось бы, чтобы вот его слова стали некой путеводной звездой в нашем с вами нелегком учительском труде и в организации деятельности обучающихся при выполнении индивидуального проекта. Этих правил всего два. Первое правило – жизнь человека слишком коротка, чтобы браться за безнадежные проблемы. Как вы видите, также Лев Давидович продолжал, что память ограничена, и чем больше научного ссора будет засорять твою голову, тем меньше останется места для великих мыслей. В этой связи, опять-таки же, мы говорим, что есть возможность выбирать и необходимость нашим детям интерпретировать полученную информацию. И второе его правило, которым он пользовался в своей деятельности, в своем общении. Очень часто ученики вступали в спор с учителем, и иногда Лев Давидович терпеливо опровергал мнение какого-нибудь из своих ретивых оппонентов, а иногда заканчивал спор вопросом: «Кто кого обучает? Ты меня или я тебя? Не мое дело искать ошибки в твоих рассуждениях. Укажи мне лучше ошибки в моих». Фактически можем сказать, что своими высказываниями великий физик заложил основу системы деятельностного обучения в том числе. Мы говорим о том, что в примерно основной образовательной программе основного общего образования дано описание основной процедуре итоговой оценки достижения метапредметных результатов. Это защита итогового индивидуального проекта. Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельной освоении содержания избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать, осуществлять целесообразную и результативную деятельность. Как вы знаете, может быть 4 результата или продукта проектной деятельности. Это может быть письменная работа, либо эссе, реферат, может быть какой-то аналитический материал, отчет как вариант. Может быть художественная творческая работа в области литературы, музыки, изобразительного искусства, может быть экранных каких-то искусств. Это может быть материальный объект, макет, некое такое конструкторское изделие, либо же отчетные материалы по социальному проекту, которые могут в себя включать как тесты, так и мультимедийные продукты. Требования к организации проектной деятельности, содержанию, направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей, задач проектной деятельности на данном этапе образования. То есть, понятное дело, что они должны быть максимально приближены к возрастным особенностям обучающимся. И результатное выполнение проекта оценивается по итогам рассмотрения комиссии представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией обучающегося и отзыва руководителя, что не менее важно. То есть фактически проектной деятельностью мы наших с вами еще школьников сегодня готовим к взрослой жизни в учебных, высших либо среднеспециальных учебных заведениях. Следует отметить, что основное отличие состоит в организации оценивания итогового проекта. Фактически мы говорим о том, что оценивание на разных уровнях. Если мы говорим про проект обучающегося основной школы, оценивается по итогам рассмотрения комиссии итогового продукта. Это может быть краткая пояснительная записка, презентация с учетом отзыва руководителя. Если же мы говорим про проект обучающегося старшей школы, тогда уже представляется этот проект как завершенное исследование и оформляется с соблюдением требований к таковой работе. Мы с вами понимаем, что
фактически мы говорим о том, что индивидуальный проект – это некий продукт, который выполняется обучающимся либо в течение одного года, либо же в течение нескольких лет. На слайде представлены особенности индивидуальных и групповых проектов. Я на них останавливаться не буду, потому что все мы с вами в рамках изучения федеральных государственных образовательных стандартов фактически изучали эту тематику, поэтому и основные отличия представлены на слайде. Следует отметить, что индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области. Это познавательная, практическая. И результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать, посмотрите, я выделила специально ярким шрифтом те моменты, которые, на мой взгляд, показались наиболее универсальными. Навыки коммуникативного, критического мышления, аналитическая, творческая, проектная деятельность и самостоятельное применение приобретенных знаний при решении задач различного уровня. Постановка цели, то есть целеполагание, планирование, интерпретация информации. Коллеги, если внимательно посмотреть, то фактически мы с вами говорим о том, что на слайде, если мы вычленим именно выделенные слова, на слайде представлены навыки функционально грамотного человека. Поэтому мы говорим о том, что проектная деятельность в том числе направлена и на формирование функциональной грамотности обучающихся. Как я уже говорила, индивидуальный проект, хочу обратить внимание, что индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 1 года в рамках самостоятельной работы, специально отведенный учебным планом и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. Проекты, выполняемые обучающимся в течение, могут быть отнесены к одному из 3 типов. Это либо исследовательский, либо информационно-поисковый, либо практикоориентированный. И исследовательский тип работы – это, собственно, хорошо продуманная структура, обозначение цели, обоснование актуальности предмета исследования. Такие проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. Второй тип исследования, информационно-поисковый проект в данном случае, требует направленности на сбор информации о каком-то объекте, либо же физическом явлении и возможности их математического моделирования, анализа, выделения фактов. И проекты этого типа требуют хорошо продуманной структуры и возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом. И такие проекты могут быть интерпретированы и интегрированы в исследовательские и стать их органической частью. Третий тип проектов – это проектно-исследовательский, проектоориентированный проект. Он отличается четко обозначенным с самого начала конечным результатом деятельности участников проекта. И мы можем сказать с вами, что процедура работы над проектом можно разделить условно на 6 этапов. Это подготовительный, поисковый, аналитический, практический, презентационный и контрольный. Более хорошо представлена на схеме, опорная схема, основные этапы работы. То есть мы с вами выбираем тему исследования, далее ставим цель, из цели вытекают задачи. И посмотрите, как хорошо здесь прописано, как должны быть сформулированы задачи, что это некие шаги, которые необходимо сделать, чтобы раскрыть тему и достичь поставленной цели. Кроме того, мы говорим о том, что как только мы поставили цель, выявили задачи, мы выбираем или подбираем приемы исследовательской и умственной деятельности. Смотрите, они представлены
После этого мы выбираем, какова же будет форма проекта. Происходит защита проекта и так далее. То есть все этапы, основные этапы исследования, они, работы над проектом, они прописаны. Поэтому в данном случае, мне кажется, это готовый алгоритм действия для формирования плана работы с обучающимся. Итак, посмотрите, здесь более подробно описано, что в какой этап мы с вами делаем. Когда мы говорим в рамках подготовительного этапа поиск проблемного поля, выбор темы, ее конкретизации, мы понимаем, что первая ступень в процессе выполнения проекта – это поиск проблемы. Найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. И нужно четко сформулировать проблему проекта. Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с постановкой проблемы проекта. Но при этом нужно помнить, что нельзя элементарно перефразировать в проблему нашу с вами тему. И это одна из основных проблем наших с вами обучающихся. Они не умеют зачастую формулировать проблему исследования, вычленять ее. Тематика индивидуальных проектов по дисциплинам разрабатывается преподавателем, либо же методическим объединением преподавателей, либо там кафедрами. И, как правило, если делать это все по уму, то она должна утверждаться на научно-методическом совете образовательной организации, потому что мы должны приучать наших с вами обучающихся к тому, что фактически это серьезное испытание, и, соответственно, тему, вот сегодня мы выбрали одну, завтра другую, послезавтра третью, недопустимо. И в данном случае заметьте, что тематика индивидуальных проектов должна доводиться до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 месяца до начала их выполнения. То есть обучающийся фактически уже летом, уходя на каникулы, в идеале бы, да, должен выбирать тему, над которой он будет работать в следующем году. Ну и когда мы выбираем, основным критерием при выборе темы служит познавательный и практический интерес обучающихся. Это относится прежде всего к обучающимся, которые продолжительное время целеустремленно, с интересом собирали и обрабатывали материал по той или иной теме. Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять несколько обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит отражение в содержании проекта. При этом все мы с вами прекрасно понимаем, что выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией руководителя проекта, в ходе которой разъясняется назначение задачи, структура, объем работы, принципы разработки, оформление примерного распределения времени на выполнение отдельных частей в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению и защите проекта. И в данном случае основными функциями руководителя проекта являются это, во-первых, консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения индивидуального проекта. И вторая функция – это оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы. И третья – контроль хода выполнения проекта. После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная работа обучающегося по выполнению проекта. И контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов осуществляет не только руководитель, но это может быть и заместитель директора, например, по научно-методической работе, либо же председатель методического объединения, в зависимости от того, как у вас в образовательной организации это прописано. Мы понимаем, что структура содержания основных элементов
индивидуального проекта. Оно стандартно для исследования. Это введение, основная часть, которая может включать в себя несколько глав заключения, список использованных источников и литературы и, конечно же, приложения. И я напоминаю, что согласно традиционному структуре основная часть должна содержать не менее хотя бы 2-3 главы, то есть не менее 2, это 100%. При этом обращаю ваше внимание на то, что в рамках формирования читательской грамотности руководитель проекта должен обращать внимание на такие, казалось бы, мелочи, которые для нас с вами входят в разряд само собой разумеющихся. То есть, например, проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписка из текста делают обычно дословно в виде цитаты, и этому опять-таки же надо учить наших деток. При этом выбирают наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, а они просто переписывают голословно там абзац, главу, не дай бог, конечно, да. Поэтому при цитировании и конспектировании следует сразу же делить подстрочные ссылки в конце страницы, автор, название издания. Этому тоже точно так же нужно учить. Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из информационных источников. Ну и на титульном листе индивидуального проекта указывается наименование учебного заведения, специальность, фамилия, инициалы обучающегося, тема, фамилия. То есть, как оформляем титульные листы, мы все с вами прекрасно знаем. Но детей этому надо учить. Я позволю себе остановиться в структуре только на введении, потому что в нем заключены основные моменты. А именно актуальность, цель, предмет, объект, период исследования, теоретическая основа, информационная база, объем и структура индивидуального проекта. В данном случае хотелось бы остановиться на том, что эти структурные элементы должны быть обязательно. Что мы понимаем под актуальностью проблемы или темы? Это ее теоретическая значимость и практическая целесообразность. То есть фактически мы характеризуем современное состояние проблемы в теоретическом и практическом аспектах. О чем я говорю? То есть для этого ребенок должен изучить, как это называется у историков, некую историографию вопроса. Кто изучал, когда изучал, что известно и что хотели бы еще изучить, и какие тенденции, может быть, возможно разделить по периодам. То есть вот раньше были такие тенденции, сейчас вот они другие. Цель обязательно указываем и совокупность задач, поставленных задач для ее достижения. Причем я напоминаю, что цель, предмет, объект и тема, они не могут быть между собой просто пересказом, перефразом и так далее. Предмет исследования – это конкретные основы теории, то есть некое методическое обеспечение, инструментарий, а объект исследования – это то, на материалах, на материалах чего выполнен индивидуальный проект. Его отраслевая ведомственная принадлежность, месторасположение. Необходимо также указать период исследования, то есть указывать временные рамки, когда оно проводилось, для того, чтобы во время защиты у рецензентов и у комиссии не возникало вопросов. Теоретическая основа – это, конечно же, та самая историография, о которой я уже сегодня говорила, отечественные и зарубежные ученые по исследуемой проблематике. И мы понимаем, что в данном случае Википедия – это не ученый. Кроме теоретической основы предполагается наличие информационной базы, то есть обзор использованных законодательных и нормативно-правовых актов. Ну и также введение, я напоминаю, что мы прописываем с вами объем, структуру индивидуального проекта, то есть некий такой композиционный состав. Введение, количество глав, заключение, число использованных информационных источников, приложений, таблиц и рисунков.
Я напоминаю, что в любом случае после введения основной части у нас заключение обязательно, причем заключение у нас с вами пишется, как правило, по всем главам, то есть мы не можем с вами в заключении элементарно копировать те выводы, которые мы сделали по итогу написания главы. Заключение – это обобщенный итог нашего исследования, который мы должны представить в таком научном стиле, обобщенном стиле. И я напоминаю, что самый легкий вариант написания заключения – мы открываем с вами цель, задачи и идем по пунктам. Достигли, не достигли, гипотеза, если таковая была, подтвердилась, не подтвердилась. Самый элементарный вариант написания, элементарный, но при этом правильное написание заключения. Я напоминаю, что кроме всего прочего, коллеги, уже начиная со школьной скамьи, необходимо следить за тем, как наши дети оформляют список информационных источников. Коллеги, с 2008 года у нас ни один ГОСТ не поменялся. Как у нас и был ГОСТ 7.0.5 2008 библиографических ссылок, и ГОСТ 7.1 2003 года библиографическая запись, библиографическое описание, они так и остались, они не поменялись. Вы можете изменить вариант ссылок постраничные либо концевые, но список источников и литературы у нас с вами должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом. Давайте приучать наших детей, повторю, начиная со школьной скамьи к этому. Ну и напоминаю, что в ряде случаев бывает логично в приложении вынести наиболее крупные таблицы, графики, диаграммы для того, чтобы не разрывать сильно текст. Кроме того, со школьной скамьи опять-таки же необходимо учить детей правильно, надлежащим образом оформлять индивидуальный проект, то есть элементарно нумерация, одинаковые шрифты, одинаковые отступы, постраничные ссылки и так далее, то есть единообразие оформления. И самое сложное, вот ребенок наш с вами уже написал проект, самое сложное – это вывести ребенка на подготовку индивидуального проекта к защите. Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его основные положения надо обсудить с руководителем. После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его подписывает, составляет отзыв. В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем разделам. И, подготовив индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит выступление, наглядную информацию, то есть какие-то схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал для использования во время защиты. Процедура защиты индивидуальных проектов определяется методическим объединением, либо же научно-методическим советом образовательной организации. Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования навыков, предложений отводится не более 15 минут. И вот здесь это необходимо акцентировать на это внимание, чтобы наши дети помнили, что есть так называемый регламент. Его переходить через него, переступать нельзя. Ну и после выступления обучающийся отвечает на заданные вопросы, если таковые возникают по теме. Ну и определяются результаты защиты, определяются оценками, отметками отлично, хорошо, удовлетворительно, либо неудовлетворительно, то есть пересдача. При этом, коллеги, опять-таки же, я напоминаю, что наши дети грешат иногда следующее. Для подготовки презентации либо же дети пытаются весь текст вместить в свою презентацию. В идеале работа над одним слайдом, не как у меня сегодня, 2 минуты. Поэтому если у нас защита с вами длится 15 минут, то, соответственно, на защиту готовится максимум 7 слайдов. В данном случае мы проверяем, насколько ребенок умеет отбирать информацию и аналитически ее осмысливать.
То есть понятно, что мы должны включать в презентацию. Такой некий доклад. Почему избрали эту тему, то есть актуальность, какая была цель, задачи, гипотеза, если таковая была, методы, средства, план исследования, какие результаты, выводы, ну и что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении, либо же для кого это исследование может быть ценным в дальнейшем. То есть первый слайд классически у нас идет титульный, второй слайд это введение, там где актуальность, цели, задачи и все остальное прочее. Третий, шестой слайд – это основная часть, непосредственно раскрывается тема работы на основе собранного материала и даются какие-то краткий обзор объекта исследования, характеристика основных вопросов индивидуального проекта, там таблицы, графики, рисунки, диаграммы. Ну и, конечно же, седьмой слайд – это итоги проделанной работы. И я подчеркиваю, коллеги, что мы на слайд выносим только основную информацию. Читать со слайда весь текст считается дурным тоном. И надо приучать к этому и наших детей. Ну и, конечно же, очень унифицировано, в данном случае даже не столько оценивание не проекта, а оценивание именно самой процедуры проекта. Но защита индивидуального проекта заканчивается выставлением отметки «отлично», то есть имеет положительный отзыв руководителя, работа носит практический характер, грамотно изложена теоретическая база, ну и, конечно же, при защите работа обучающаяся показывает достаточно глубокие знания вопросов темы. Ну и так далее, соответственно, при защите неудовлетворительно мы ставим в том случае, если у ребенка абсолютно не соответствует его работа заявленной проблематике. Когда же мы ставим, собственно, удовлетворительную отметку, то бишь 3. Когда работа носит практический характер, но содержит теоретические главы, но в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы, возможно, по оформлению работы. И при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов, темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Ну и примерный оценочный лист у вас именно самой защиты проекта представлен на слайде, поэтому я на нем останавливаться не буду. Фактически по этим нехитрым критериям можно выставить те или иные отметки и уже баллы. И на основании этих баллов уже прийти к выставлению определенной отметки именно за защиту, не за проект, подчеркну. В этой связи, чтобы помочь вам в работе, Институт развития образования разрабатывает на сегодняшний момент методические рекомендации по сопровождению индивидуального проекта в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов. И в ближайшее время он будет размещен в информационной ленте на сайте, ну и, конечно же, в определенном и на портале «Открытое образование Республики Коми». Я надеюсь, что наш вебинар был вам полезен. Всего доброго. До свидания.